середине марта этого года была принята новая концепция, в которой руководство Кыргызстана представило свое видение внешней политики страны. В документе сделан упор на укрепление связей с соседними государствами и интеграционными объединениями, в том числе по линии ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Бишкекский саммит Шанхайской организации сотрудничества прошел в период непростой международной обстановки на фоне появления новых и разнообразных угроз. Дестабилизация в Афганистане, рост опасности терроризма и наркотрафика для стран ШОС, торговые войны. Организация была вынуждена искать ответы на вызовы современности. Бишкекский саммит ШОС показал, что политическое, экономическое и культурное сотрудничество между странами-участницами находится на высоком уровне. Одно из самых крупных политических событий привлекло внимание всего мира. Дискуссия на саммите не ограничивалась лишь вопросами комплексной безопасности, а затрагивала самый широкий круг тем, включая экономику, защиту окружающей среды, развитие туризма и гуманитарных связей. Кыргызстан уделяет особое внимание реализации задач, поставленных в стратегии развития ШОС до 2025 года, где особый акцент сделан на экономическую составляющую. Важно дальнейшее углубление транспортно-логистических связей между государствами, которые включают и государства-наблюдателей. В этом контексте мы выступаем за скорейшую реализацию проекта по строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Предлагается продолжить консультации по созданию банка развития ШОС, в том числе в плане перехода к расчетам в национальных валютах. Сейчас большую роль в развитии экономической составляющей ШОС играет Международный деловой совет и межбанковское объединение. Мы должны принимать практические меры по углублению делового сотрудничества предпринимателей наших стран. Важнейшие вопросы удалось обсудить и решить в весьма короткие сроки. Шанхайская восьмерка подписала более 20 документов. Лидеры стран договорились сотрудничать практически во всех отраслях. По сути дела, бюджет у ШОСа достаточно скромный, я имею в виду бюджет у секретариата ШОС. Но в целом есть ожидание, что именно благодаря участию Китайской Народной Республики, поскольку ШОС так или иначе связан с Китаем, можно ожидать все-таки то, что пойдут серьезные экономические проекты по линии Китайской Народной Республики. И сегодня так складывается ситуация, что США, по сути дела, ведет торговую войну с несколькими крупными участниками ШОС. Это Россия, это Китайская Народная Республика. И, по сути дела, мы можем видеть, что будет выстраиваться, наверное, и этим может быть саммит ШОС в Бишкеке новатором, выстраивается новый торговый экономический пояс. Мы знаем, что есть китайский проект «Один пояс, один путь», есть Евразийский союз, и возможно, будет сопряжение этих проектов именно под модерированием Шанхайской организации сотрудничества. В дни саммита Бишкек с государственным визитом посетил председатель КНР, с официальными визитами президент Монголии и премьер-министр Индии. В рамках визитов они приняли участие в саммите ШОС, где также собрались главы Казахстана, России, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и стран-наблюдателей организации. Самые молодые члены ШОС – Индия и Пакистан. Они вошли в организацию 2 года назад и видят в этой структуре перспективы для взаимовыгодного развития. Например, Индия готова поделиться своим опытом в телемедицине, медицинском туризме для того, чтобы усиливать и укреплять экономическое сотрудничество. Как протокольно-организационные вопросы, так и содержательная сторона были осуществлены Министерством иностранных дел во взаимодействии со всеми соответствующими государственными органами, совместно с правительством и аппаратом президента на очень высоком уровне. Это было отмечено президентом Кыргызской республики. Все достигнутые договоренности, как по линии двусторонних визитов, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, они уже внесены в соответствующий проект плана мероприятий,
будут утверждены на уровне правительства Кыргызской Республики и согласованы с аппаратом президента. И мы будем, МИД, Министерство иностранных дел, мы теперь каждый пункт этих планов мероприятий мы будем контролировать и будем обязательно стремиться к их исполнению. Масштаб ШОС отвечает потребностям непростого и быстро меняющегося мира и имеет глобальную стратегическую значимость, считают эксперты. Кыргызстан, председательствуя в этом году в ШОС, выполнил свою важную и почетную миссию. Абдан чоң эл аралык саясий маңызы чоң иш-чаралар өттү. Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзанын мамлекетке сапары болду. Андан кийин Шанхай кызматташ уюмунун мамлекет башчыларынын саммити мына ийгиликтүү өткөрдүк. Монголиянын президенти урматтуу Халтмагин Батулга мырзанын расмий сапары болду. Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин расмий сапары мына жемиштүү өткөрдүк. Бул визиттер Кыргызстан үчүн абдан чоң саясий жана экономикалык мааниси өтө чоң. Бұл иш-чаралар Кыргызстандын аброюн дагы жолу эл аралык деңгээлде көтөрдү. Биз элибиздин биримдигин, намустуулугун, мекенчилдигин дүйнөгө дагы жолу даңазаладык. Когда проводится саммит ШОС, проводятся двусторонние встречи, да, государственные визиты, официальные визиты глав государств, правительств, стран-участниц ШОС. То есть понимаем, что существует плотный график, и действительно люди, которые сейчас играют ключевую роль в определении мирового развития, соответственно, тоже используют такие площадки для того, чтобы укрепить дружеские отношения, в том числе с Кыргызской Республикой. Но есть и невидимые такие результаты деятельности ШОС. Например, это опять-таки установление нормализации таких хороших двусторонних отношений с Китаем. Да. Китайские инициатива наиболее известна, это «Один пояс, один путь». И если мы посмотрим внимательно те идеи, которые там изложены, они созвучны тем идеям, которые были изложены Кыргызской Республикой еще 25 лет тому назад. И то есть это тоже, видите, показатель того, что и наш голос услышан, и у нас одинаковое единое видение путей развития не только региона Центральной Азии, но и всего мира. Да. Сейчас влияние Китая в мировой политике и экономике растет. Кыргызстан должен использовать этот авторитет соседей в интересах государства, считают эксперты. При поддержке китайской стороны в Кыргызстане активно продвигается ряд важных проектов, в частности, проекты по развитию улично-дорожной сети Бишкека и модернизация растительной системы. Кыргызская сторона активно поддерживает инициативу председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». Китайская Народная Республика является для Кыргызстана добрым соседом, верным другом, важным и надежным партнером. Благодаря личному вниманию господина Си Цзиньпина Китай оказывает весомую поддержку развитию экономики Кыргызстана. Хотел бы поблагодарить китайскую сторону за ту громадную поддержку, которую Китай оказывает в виде грантов и технической помощи нашей стране. Мы вот привыкли считать, что Китай – это большая фабрика. Но на самом деле Китай – это уже не фабрика. Китай – это крупнейший финансово-экономический центр. В Китае находятся две фондовые биржи мировые. Да, это Шанхай и Гонконг. В США одна такая биржа в Нью-Йорке. В Японии одна, в Токио, да, и в Сиднее существует. То есть это в одном Китае такие две крупнейшие биржи финансовых центров. Шанхайская организация сотрудничества должна быть примером единства и взаимного доверия. Поэтому необходимо поддерживать шанхайский дух в качестве ключевой ценности, соответствовать духу времени и меняющейся международной обстановке, говорили на саммите. В целом, Бишкекский саммит международные эксперты признали успешным. Без громких сенсаций ШОС развивается, создавая новые структуры и форматы сотрудничества, причем не только в сфере безопасности, но и в экономическом строительстве.